Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Анна Филипповна. Я учитель музыки в Черкёвской средней школе имени Платона Алексеевича Оюнского. Свое представление опыта просто о сложном хочу начать словами американского философа и общественного деятеля Ральфа Эмерсона. Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими, ведь действительно творческая сторона образования всегда зависит от учителя. В нынешнее время современные условия образования требуют от учащихся не только владения знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самостоятельно, успевать их осмыслить, запомнить и применять на практике. Что же можем сделать для современных детей, поставленных в такие условия мы, преподаватели музыкальных дисциплин? Как сделать уроки глубокими, доступно понятными, легко запоминающимися и, главное, увлекательно интересными? И ответ на этот вопрос для меня найден при помощи приема мнемотехники. Мнемотехника легко и доступна. Давайте подробно разберемся, как мнемотехника мотивирует моих учеников на уроках музыки. В греческой мифологии мнемотехника имеет однокоренное слово мнемозина, что означает память. Впервые мнемотехнику изучал, разрабатывал и преподавал Джордано Бруно, итальянский монах, доминиканец, философ, автор трактатов. Мнемотехника – это прием, облегчающий запоминание и увеличивающий объем памяти путем образования ассоциаций. Это работа с большим количеством точной информации, экономия времени, гимнастика мозга, длительное сохранение сведений в память, мощная тренировка внимания и мышления как творческого, так и креативного. Основной секрет мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем, при воспоминании по одному из образов ассоциации, мозг воспроизводит все образы. Таким образом, трудный материал преобразуется в легко доступный и понятный. Принцип мнемотехники заключается в использовании различных таблиц, схем, стихов, слов песен и иллюстраций. Поскольку у наших школьников сильно развита зрительная память, им легче запоминать изображения и выстраивать ассоциации. Мнемонические приемы вспоминаются очень быстро. Это ключик к запоминанию и последующему припоминанию. Данный прием я применяю на уроках теории и вокала в виде схематичных рисунков, картин и символов. Также создаю специальные таблицы-картинки. Ни для кого не секрет, что у детей нынешнего поколения клиповая память. Они могут очень быстро забыть пройденный материал. А при применении данного приема достаточно только картинок или символов. Ребенок легко по памяти воспроизводит необходимый материал. Например, удачно проходит прием мнемодорожки для разучивания новых песен. Также учащимся очень нравится воспроизводить
тексты песен по своим мнемотаблицам. На начальном этапе ведения данного приема в свою практику я сама предоставляла мнемосхемы, картинки или таблицы. А сейчас учащиеся сами уже активно включаются в творческий процесс создания своих мнемоник, что благополучно сказывается на формировании мотивации к учебе у младших школьников. Развивается словарный запас, творческое креативное мышление, зрительная память и вызывается интерес к предмету музыки. На моем личном опыте доказано, что информация, усвоенная при помощи приема мнемотехники, откладывается в сознании ученика на долгое время. Я убеждена, что применение мнемотехники необходимо для всех педагогов. И закончить я хочу словами великого русского педагога, писателя Константина Дмитриевича Ушинского. Учите ребенка каким-нибудь 5 неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними. Но свяжите с картинками по 20 таких слов, и ребенок усвоит их на лету.